В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Будущее наше может быть только высокотехнологичным. Президент РАН высоко оценил вклад региональных умов в копилку страны. И Якутия – один из драйверов науки в России. Проблема с мостом через речку Нюя по трассе Ленск-Мирный стоит уже давно. А также отсутствие газовых заправок, условий для развития молодежи и дорогие билеты. Жители Ленска рассказали премьеру Якутии о наболевшем, что ответили власти. Теперь вместо 2-3 месяца в Алдане пересмотрели планы на весну и увеличили срок санитарной очистки. Мы уже с самого утра на ногах выбираем локации для того, чтобы снять самые лучшие сюжеты. Редакция утренней программы нашего телеканала отправилась в Западную Якутию. Прямые эфиры и тематические передачи на следующей неделе будут выходить в эфир из Мирного и Ленска. Мне все очень понравилось. Очень четко, технично. Московские гости оценили уровень конкурса красоты в Нерюнгри. Там впервые прошел отборочный этап World Russian Beauty. Значимость университетов страны в развитии науки обсудили сегодня в СВФУ. В рамках визита главы РАН там прошел форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России». О значимости мероприятия для якутян в материале Дмитрия Тымырова. Открывая форум, президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что наука – это национальный ресурс. И благодаря ее развитию сегодня страна успешно конкурирует с другими мировыми державами в различных отраслях экономики. Будущее наше может быть только высокотехнологичным. Да? И поэтому те проекты, через которые мы должны вот эти наши регионы, в хорошем смысле поднимать, они должны быть проектами научно-технологическими. В свою очередь глава региона Айсей Николаев отметил значимость и вклад Якутии в развитие науки. Сегодня республика имеет большой потенциал продвижения науки. Это не только изучение и развитие Арктики, но и создание крупных научных центров. На научно-технологическое развитие Якутии впервые за долгое время предусмотрено существенное финансирование. По планам в рамках принятой программы до 2024 года будет направлено в общей сложности более 1 миллиарда рублей. Программой определены приоритетные направления научных исследований, которые концентрируются на устойчивом пространственном развитии, включая арктическую зону. Это прежде всего исследования в области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях крайнего севера. Сегодня роль федеральных университетов в развитии науки вышла на первый план. Поддержка молодых ученых и создание благоприятных условий для их научной деятельности может играть особую роль в развитии субъектов страны. Тут представлены и многие университеты, которые находятся на геостратегически важных территориях или регионах нашей большой страны. И будут обсуждаться много вопросов. Да, в первую очередь это важность университетов для развития вот этих больших регионов. Вторая часть – это важность молодежи и молодежи в науке. Третий вопрос – это важность молодежной политики и в целом развитие молодежи, да, потому что через некоторое время они будут стоять у руля и развивать наши большие макрорегионы. И хотя есть поручения президента, есть там правительственные всякие различные поручения, развивается инфраструктура, но без создания некой возможности для развития человеческого капитала просто невозможно сделать прорыв. Многие участники отмечают, что Якутия – это уникальный субъект, где сегодня можно развить практически каждое направление современной науки. Сюда нужно привлекать не только ученых страны, но и представителей бизнеса, чтобы бизнес и наука тесно работали во благо социально-экономического развития региона. Между тем, закрывая сегодняшний день, участники форума предложили это мероприятие сделать традиционным, чтобы как можно поближе узнать о уникальной территории Республики Саха-Якутия. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Григорий Николаев, Якутск. В нашем регионе впервые прошла операция по имплантации слухового аппарата костной проводимости. Пациентом стал ребенок, страдающий врожденной аномалией развития слуха. Операцию выполнили специалисты Республиканской больницы номер 1 совместно с московским коллегой-хирургом. Об инновациях в региональной медицине Алексей Лукьяненко.
В основе имплантируемого аппарата костной проводимости лежит принцип использования естественной способности организма передавать звук непосредственно через кость. Операция заключается во вживлении в область височной кости имплантата, который способен удерживать на коже головы процессор слухового аппарата. Таким образом, кожа остается совершенно свободной, что важно как с эстетической точки зрения, так и с позиции отсутствия воспалительных изменений вокруг имплантата. Для многодетной мамы из Жатая болезнь ребенка стала тяжелым испытанием, ведь операция дорогостоящая, да еще и в другом городе. Мы в разные благотворительные фонды обращались, и вот в «Милосердии» такое соучастие проявили. И все это, я считаю, даже очень быстро произошло. То есть мы где-то в декабре, наверное, в конце декабря, в январе только подали все это, все документы сдали, висели на сайте. И вот уже, получается, в феврале был закрыт сбор. Вообще сказали, что он будет очень идеальный слух, то есть в отличие от аппарата, который у нас был, он просто одевался на, получается, ободочки. Он очень сильно свистит. То есть ребенок бегает, по волосам слезает и постоянный свист. То есть как бы толку-то от него-то и не было. Раньше подобные операции делали лишь в клиниках других городов страны. Теперь сложную операцию сделали и наши врачи. Одной из главных особенностей операции является то, что звуковой процессор не только усиливает звук и преобразовывает его в вибрации, но и обеспечивает полноценное восприятие звука. Через 3-4 месяца второй этап операции. После этого через 10 дней я буду настраивать речевой процессор, который будет располагаться за ухом пациента. Специально в январе обучил наш ведущий специалист по настройкам Станислав Рубинштейн для настроек костных слуховых аппаратов. Операция прошла хорошо, все по плану, установили имплант. Да, когда пройдет процесс реабилитации, у него будет хороший слух, он будет хорошо разговаривать. Операция не очень сложная, она специфическая, конечно, она требует определенных навыков, но операция не очень сложная, и я уверен, что местные специалисты вполне смогут в дальнейшем ее делать сами. Помимо операций, хирург провел обучающую лекцию для врачей, и теперь такие сложные операции они смогут проводить сами. Раньше пациентам приходилось выезжать на лечение в федеральные медицинские центры, при этом тратить немалую сумму денег, ведь в таких операциях нуждаются не только дети, но и взрослые. Во всяком случае, теперь жителям Якутии будет гораздо удобнее, а самое главное, дешевле сделать подобную операцию. Алексей Лукьяненко, Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Якутск. Теперь о текущей эпидобстановке. За сутки в Якутии выявили 28 больных коронавирусом. Из них в Якутске 19 случаев. Мирнинский, Нерюнгринский, Чурапчинский районы по 2. Единичные случаи зафиксированы в Алекминском, Татинском и Хангаласском районах. Также за сутки лабораториями региона проведено свыше 1800 исследований на COVID-19. Более 280 жителей поселка Айхал в Мирнинском районе получили оба компонента вакцины против коронавируса. Прививали в 2 местах – местной больнице и в медицинском центре. Первыми получили врачи, учителя, работники сферы обслуживания и промышленности, а также пожилые люди. Еще почти 500 человек получили первый компонент «Спутника Ви». Запись на прививку ведется на предприятиях через портал госуслуг, регистратуру или колл-центр. Самочувствием привившихся мониторят медработники, осложнений пока ни у кого не зарегистрировано. Записались на вакцинацию еще более 200 айхальцев. Медучреждения ждут поступления препарата. Запуск ракеты-носителя «Союз-2Б» запланировали на 25 марта. Председатель Государственного комитета Якутии Дмитрий Лепчиков провел совещание по вопросу обеспечения безопасности мероприятия. Особое внимание поручено уделить безопасности личного состава при проведении поисковых работ и эвакуации фрагментов. Лепчиков отметил важность уложиться в запланированные сроки, чтобы вывести контейнеры до закрытия автозимника. Возможность получить второй дальневосточный гектар вскоре может появиться у россиян. О планах трансформации программ господдержки в федеральном округе и в Арктике рассказали в Минвостокразвития с подробностями Максим Кардозо.
Программа дальневосточного гектара уже показала свою эффективность. Только в Якутии больше 9 тысяч новых землевладельцев осваивают территории региона. Причем с августа обладатели первого гектара могут рассчитывать и на второй. Такой законопроект нами подготовлен, уже внесен в правительство. Мы ожидаем его внесения в Государственную Думу в ближайшее время с тем, чтобы с августа месяца этого года люди, успешно справившиеся, успешно освоившие первый гектар, получали второй гектар точно так же бесплатно. С августа можно будет подать заявку и на арктический гектар. Условия такие же, как и при оформлении участка на Дальнем Востоке. Предполагается, что люди будут развивать на таких северных территориях туризм, рекреационные зоны, животноводство. Вполне могут появиться и креативные предложения. И вот в Якутии в декабре предлагали создать базу тиктокеров. Я не знаю, что это такое, но знаю, что это популярная сейчас штука. И, видимо, различные социальные сети и интернет-проекты также могут на гектарах реализоваться, особенно на гектарах в таких необычных местах. Также министр затронул тему идеи дальневосточной концессии. Это программа по продвижению инфраструктурных проектов в регионе за счет государственно-частного партнерства, причем ускоренными темпами. Дальневосточная концессия – это способ из бюджетных единомоментных инвестиций перейти к умным долгосрочным обязательствам, растянуть эти финансовые затраты на 20 лет. И за счет этого привлечь сейчас внебюджетные деньги. То есть государство расплатится с инвесторами в эту инфраструктуру на протяжении 20 лет. А сегодня деньги вложат банки. И тогда получается идеальное государственно-частное партнерство. В планах правительства в ближайшие годы и увеличение количества метров вводимого жилья, а также привлечение в регион крупных девелоперов и продвижение квартальной застройки. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Отсутствие газовых заправок, условий для развития молодежи, дорогие билеты. Жители Ленска рассказали премьеру Якутии о наболевшем. Что ответили власти в материале Светланы Балеевой. В начале совещания председатель правительства кратко рассказал присутствующим об итогах поездки и уточнил, что у Ленского района есть хорошее будущее. Есть люди, которые заинтересованы в его развитии. И в сравнении с другими районами республики он самый перспективный. Здесь есть будущее развития промышленности, которое мы сегодня видим. И уже договоренности определенные у нас есть, которые мы сейчас будем выполнять и воплощать в самом Ленске. Смысл каков? Это здесь будет по глубокой переработке леса, развитие, инвестор заходит хороший. Ну и, соответственно, это по переработке газа. Просто обидно сегодня газ просто так отдавать куда-то, не получать с этого хорошие выгоды. Также председатель правительства сделал акцент на хорошую логистическую систему, речной флот и грузовой порт, но и сказал о тех моментах, которые не понравились. Больше всего Андрей Тарасенко был удивлен отсутствием условий для развития молодежи. Мы здесь направленность сейчас тоже поменяем, потому что здесь нужно вам ставить и высшее образование, для того, чтобы наши дети могли здесь учиться, получать образование и оставаться, заниматься предпринимательством, ну и, соответственно, дальше город, чтобы расцветал и жил, и оживал, и так далее. Это я здесь один техникум видел, который еле дышит. Далее совещание проходило в формате вопрос-ответ. Ленчан волновало развитие сельскохозяйственной деятельности, вопросы дорогостоящих билетов до Якутска и их субсидирования, а также строительство в Ленске газовых заправок. Мы все знаем, что ГСМ дорожает, да, как бы мы живем в нефтяном, промышленном, газовом районе, не имеем как бы ничего, да, топливо дорожает. Хотелось бы вот сейчас задать вопрос Алексею Васильевичу, что планируется ли строительство газовой заправки? Сейчас отрабатываем по заправке, решили вопрос техническими условиями по земельному участку. Это Сахаринский ГАЗБ действительно в городе Ленске. Видим еще железоступящий потенциал для развития еще заправки. Проблем, в принципе, ни с районом, ни с городом я здесь не вижу. Главы, я думаю, совет депутатов здесь нам все необходимое содействие окажет. По итогам совещания все вопросы Андрей Тарасенко взял под свой контроль. Для решения некоторых особо проблемных дополнительно на следующей неделе будет направлена в Ленск правительственная группа. Что касается молодежи, Андрей Тарасенко пообещал отработать с правительством вопрос открытия в Ленске филиалов вузов. Найти помещение для переезда техникума – эти вопросы сегодня первостепенны, так как только удерживая молодежь, район будет жить и развиваться. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск.
Также Андрей Тарасенко провел заседание комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию со дня образования поселка Вити. Премьер отметил, что проекты в сроки строительства больницы, дома культуры, жилого дома, которые стоят в плане, будут пересмотрены в ближайшее время. Соответствующее поручение дано всем профильным министерствам. Еще одним вопросом повестки стал мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Границы памятника отнесены к объектам культурного наследия, однако при проведении работ был допущен ряд серьезных нарушений закона об охране памятников истории и культуры. Андрей Тарасенко подчеркнул, что глава республики Айсан Николаев поручил местным властям полностью восстановить мемориал к 5 мая 2021 года. С марта в поселениях Халданского района стартовали мероприятия по санитарной уборке территорий. В этом году период увеличили. Продолжит Руслан Павлов. Календарная весна в поселениях Халданского района ежегодно начинается с объявления санитарного двухмесячника по уборке и приведению в порядок территорий. В этом году период увеличили до 3 месяцев. К сожалению, 2 месяцев нам не хватает для того, чтобы привести населенные пункты в порядок. И в первую очередь это связано с большим количеством снега. То есть месяц у нас уходит как раз на уборку снега, и 2 месяца мы подчищаем несанкционированные свалки и другие места, которые требуют внимания. Подготовились к весенней уборке и главы муниципальных образований. В Алдане под особым контролем находится вывоз снега с площадок магазинов, ведомственных зданий и сооружений. Есть проблема по складированию снега, да? Сейчас начнут возить и частные территории, и магазины. Работы находятся под контролем прокуратуры и дорожных надзоров, да? И поэтому на сегодняшний день задача выполнить все в установленные сроки. За ходом санитарного 3-месячника следят контролирующие органы. Особых приоритетов по зонам ответственности не обозначено, но под зоркое око подпадают все направления. Как и в предыдущие годы, ко всему без исключения, то есть это начиная с мест временного накопления отходов, заканчивая несанкционированными свалками, которые будут ликвидированы. Первый весенний месяц, как правило, уходит на расчистку территории от снежных заносов. Затем приступят к уборке мусора в парках и подведомственных зонах. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Между тем, началась реконструкция автомобильной дороги Якутск-Намцы-Булус. Она построена в 70-е годы и сегодня уже не соответствует качеству и находится в недопустимом состоянии. Республиканская автодорога НАМ имеет 3-ю категорию с двухполосным движением. В связи с увеличением расчетной интенсивности движения, а также для безопасности транспортного движения в рамках реконструкции будет изменен класс дороги на магистральную улицу районного значения. Увеличится и количество полос. Работы по реконструкции дороги ведет организация «Дороги Саха», которая до 2023 года должна реконструировать более 7 километров. Стоимость работы оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Эта автодорога впервые в республике. Мы делаем реконструкцию, и по окончании строительства это будет дорога 2-й категории. Никогда в республике мы еще такие дороги не строили. Вот это 4-полосная автодорога, полностью обустроенная, с разделительной полосой, с разделительным барьерным ограждением. 4 полосы. И действительно ширина его дорожного самого полотна будет 14,5 метров, а ширина вот земляного полотна 22-23,5 метра. В регионе будут производить медицинский и аргонный кислород. Это произойдет на базе предприятия «Саха-Агроплем». Станция при предприятии работает с 90-х годов. Между тем, в 2013-м провели модернизацию, а после получения специального разрешения и присвоения 4-го класса опасности станция готова не только увеличить свои мощности, но и начать производить другие виды инертного газа. В этом убедилась наш корреспондент Лена Шагина. Жидким азотом называют криогенную жидкость. Она без запаха и цвета. Температурный режим такой криожидкости минус 196 градусов по Цельсию. При контакте с этим веществом ожог обеспечен, так что специалистам приходится соблюдать строжайшие меры безопасности. Очень строго с техникой безопасности. Объект взрывоопасен, поэтому соблюдение техники безопасности на первом месте.
Помещение станции было построено еще в 90-х годах благодаря инициативе Олега Петровича Маркова. В 2013 году станцию модернизировали, закупив новое оборудование. Станция, поставляющая жидкий азот для нужд сельского хозяйства, единственная в регионе. Аналогов нет, так что ею гордятся. Но сегодня жидкий азот используют не только для перевозки биоматериала для искусственного осеменения животных. Область применения инертного газа весьма обширна. Мы применяем газообразный азот, который получаем в Саха-Агропроме для технического обслуживания самолетов. В прошлом году, например, получили порядка 100 баллонов. Но это у нас, как бы сказать, на самый тяжелый период. Январь, декабрь, когда холода. Самолет требует азот для того, чтобы закачать колеса, то есть шины и амортизаторы. Газообразный азот благодаря своим свойствам обеспечивает мягкость посадки самолета, увеличивая его безопасность. Станция состоит из нескольких компрессоров поглощения. Именно в них закачивается воздух, который в результате разделит на азот и кислород. В час компрессоры поглощают 480 кубометров воздуха, из которого получают до 70 литров жидкого азота. В сутки это более тонны. С этого года при поддержке Министерства сельского хозяйства и при поддержке правительства Республики Саха-Якутия мы будем закупать новые компрессора, также будем выкупать новое оборудование. Торги все состоялись, закончились. И мы с июня месяца будем еще дополнительно производить аргон газообразный, который на сегодняшний день в республике нигде не производят, заводят с Амурской области, из Хабаровского края. Газообразный аргон используется в качестве защитной среды для сварочных работ, для быстрой резки разных металлов. Кроме того, собственное производство снизит и стоимость. Их цена колеблется от вида сортов от 7,5 тысяч рублей до 11,5 тысяч рублей. Вместе с тем планы не ограничиваются газообразным аргоном. После получения специального разрешения в станции также планируют производить кислород для нужд медицинских организаций. Ульяна Шагина, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Программа «Утро Якутии» нашего телеканала на следующей неделе будет выходить с прямыми часовыми эфирами из городов Мирный и Ленск. Съемочная бригада находится сейчас в столице Алмазного края и уже готовит сюжеты, интервью, опросы жителей Мирного. Ведущие Полина Долинская и Руслан Ачиров выяснят, чем отличается промышленный город от других населенных пунктов Якутии, какие достопримечательности можно посмотреть и узнать, что волнует мирнинцев и ленчан. Помимо сюжетов для утренней программы, ведущие корреспонденты телеканала снимают кулинарную программу «Просто вкусно» и «Испытано на себе». Съемочная бригада «Якутия-24» прибыла вчера в Мирный глубоко за полночь. И, на удивление, город встретил нас очень даже хорошо. Теплым снегопадом и минус 10 градусов мороза. Несмотря на все это, мы уже с самого утра на ногах выбираем локации для того, чтобы снять самые лучшие сюжеты и самые лучшие события осветить и рассказать в нашей республике. Мы находимся на улице Солдатова, определяем выбор локаций, там, где мы будем смотреть. А что мы конкретно смотрим? Здесь, оказывается, располагается горно-спасательный отряд. Очень хотим завтра попытаться сделать прямое включение и узнаем о деятельности этой службы. Ну и надеемся, что у нас и в течение завтрашнего дня, и следующих дней будут и прямые включения, и интересные сюжеты. Будем готовиться к нашей передаче, которая будет в понедельник и во вторник. А в Нерюнгри состоялся отборочный этап конкурса World Russian Beauty. Ранее отборы проходили в других регионах, либо же на интернет-платформах. О красоте гостей и жительниц Южной Якутии Ирина Кичигина. Именно нерюнгринские участницы в прошлом году завоевывали на конкурсах красоты самые высокие титулы. Это гран-при конкурса «Супермодель Интернационал», «Миссис Мира», «Юная мисс Россия», «Юная мировая красавица», «Миссис Европа» и другие. Модели получили приглашение на участие в показах от известных дизайнеров, а победители отборочного тура получат возможность представить республику на фестивале Russian Beauty в Москве. Были представлены все возрастные категории от 5 до 30+. Это Little, Mini, Tiny, Young, Miss и Mrs. В рамках фестиваля пройдут множество конкурсов. И конкурс моделей, Юная мисс Россия, и Мини-мисс Россия, и Миссис Россия пройдет.
Для оценки участниц были приглашены представители СМИ, угледобывающих компаний, Нерюнгринского женсовета, фотографы, а также почетные гости из Москвы. Это организатор конкурсов красоты не только в России, но и в мире, президент конкурса Russian Beauty Вадим Хусаинов, двойник Стаса Михайлова, артист оригинального жанра Николай Васильев и шоумен Степан Менщиков. Москвичи отметили высокий уровень организации мероприятия. Мне все очень понравилось, очень четко, технично, без всяких симпатичных пауз. Профессиональный ведущий, замечательные гости, зрители благодарные. Это очень здорово. Самое главное, это у нас участницы. Мне понравилось, что здесь присутствовали участницы разных возрастных категорий. Украшением праздника стали творческие номера как от нерюнгринцев, так и от гостей. В финале отборочного тура каждый участник поймал свою минуту славы. Все получили титулы, звания, дипломы и ценные подарки. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. Таковы были итоги дня. Не забывайте носить маски, мыть руки и держать социальную дистанцию. А у нас на этом все. Спасибо за внимание и до свидания.